Офицеры, товарищи делегаты, избранные делегаты, поднимите свои мандаты, вы. В здании Чувашской республиканской партии КПРФ состоялась конференция по переизбранию руководителя Чувашской республиканской организации «Союз советских офицеров» Бусова Юрия Артемьевича. В работе конференции принял участие первый секретарь Чувашского обкома партии КПРФ Андреев Александр Михайлович. Конференцию проводит руководитель Баксарского городского союза советских офицеров капитан-лейтенант Лаврентьев Василий Михайлович. Товарищи делегаты, для ведения конференции необходимо избрать президиум. Имеется предложение избрать президиум из 5 человек. Так, у кого есть какие предложения? Утвердить. Согласиться, конечно. Так, кто у нас нужен? Голосовать давай. Значит, по численному составу 5 человек. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Голосуйте мандатами. У кого есть какие предложения по персональному составу? Давайте. Я предлагаю рабочий президиум в составе Лаврентьев Василий Михайлович, Осипов Виталий Петрович, Волков Валерий Андреевич, Шапин Владимир, Чернов Иван Григорьевич. Товарищи, прошу занять. Так, товарищи делегаты, голосуем по списку или персонально на каждого? Общим списком, да? Кто за то, чтобы больше названных товарищей заняли места президиума, прошу проголосовать. Единогласно. Против? Воздержались? Таковых нет. Президиум, прошу занять свои места. Товарищи делегаты, продолжаем нашу очередную конференцию. Разрешите ознакомить с повесткой дня нашей конференции. Первый вопрос. Отчет о проделанной работе председателя Чувашского республиканского совета Союза советских офицеров за период 2017-2021 годы. Докладчик, председатель Бусов Юрий Артемьевич. Отчет президиума Республиканского совета Союза советских офицеров. Значит, это подпункты первого вопроса. Второй вопрос. Предложение о выборе нового состава Чувашского республиканского совета советских офицеров. Выбор ревизионной комиссии. Выбор мандатной комиссии. И третий вопрос, прочие вопросы, докладчик у нас Семен Иванович. Так, дорогие делегаты, кто за то, чтобы утвердить данную повестку дня, прошу проголосовать. Кто против? Поддержался. Единогласно. Кого что? Единогласно. Я хочу предоставить поздравительное, то есть слово нашему гостю, первому секретарю Чувашского республиканского комитета КПРФ Андрееву. Андреев Александр Михайлович, член политической партии Коммунистической партии Российской Федерации, депутат Государственного совета Чувашской Республики. Давайте самое, не мешайте голосовать. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые товарищи. Большое спасибо за приглашение, за предоставленное слово. Пользуясь случаем, хочу вас всех поздравить с Днем Защитника Отечества, 23 февраля. Пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, успехов и стойкости. Настоящие офицеры. Советская армия, военно-морского флота. Надо сказать, советская армия, военно-морского Ждем создания нашей советской армии и военно-морского флота. Потому что, к сожалению, изменили название
назвали Днем защитника Отечества. Да. Но тем не менее, вот, совершенно правильно, еще раз повторяю, товарищ отметил, это наш праздник, который во времена Советского Союза был организован. И долгие годы во времена Советского Союза был именно этот праздник, и назывался. Пользуясь случаем, хотел бы наградить памятной медалью столетия со дня создания Советского Союза СССР Мусова Юрия Артемьевича. Заслужил. Сюда. Ничего. Не упадет. Всего? Ты потом красиво поверху. Спасибо. Служил Советскому Союзу, служил Компартии, служу Советскому Союзу и Компартии. И продолжаю служить Родине и Союзу Советских офицеров за эти годы. Спасибо за награду. Постараюсь. Также хочу наградить памятной медалью в знаменование столетия образования СССР Лаврентьева Василия Михайловича. Спасибо. Это будем мы собирать. Спасибо. Служу Советскому Союзу и Российской Федерации. Это будем собирать, будем решать. Есть место. Служу Компартии и трудовому народу. Павел Николаевич, трудно переоценить тот общественный вклад, который вы в своей организации ежедневно создаете, ежедневно работаете. Это патриотическое воспитание подрастающего поколения, когда вы на собственном примере рассказываете будущему молодому поколению, как было, как существовал Советский Союз, какая была армия, какая была мощь. И вот вам большая благодарность от нашей Коммунистической партии Российской Федерации. И мы вместе, сообща, всегда работали и будем работать. На ваших плечах, на самом деле, вот, большая нагрузка. И общественная, скажем так, и даже политическая. Особенно при условии тех вызовов, которые нам в последнее время страны Запада, США периодически нам подкидывают, скажем так. Вы сейчас все знаете, сложная ситуация. Донбасс, Луганск. Буквально сейчас, в эти минуты, принимается решение там, о признании возможном этих так называемых республик, которые на протяжении долгих лет отражают атаки фашистующих молодчиков на территории Украины. Поэтому на вас, на самом деле, большая как бы, ответственность в том числе, потому что именно ваша стойкость, ваша работа вместе с вами, защитники нашей Родины, нашего Отечества. У нас оно одно. Это у многих олигархов Родина там, где хорошо. Они выбирают Родину не по месту рождения, не по месту, где их воспитали, их научили, им дали путевку в жизнь. Они руководствуются своими капиталами олигархическими. Таких транснациональных эти корпорации, они перемещаются по всему миру. А у нас Родина и отчизна одна, и мы вместе с вами должны укреплять. Где-то напрямую идет сейчас призыв, да, для, ну, скажем так, боеспособного вот, уже для боеспособных части нашего общества. Где-то мы морально,
именно в общении с молодежью. Это акцент, я вот как бы повторяю, потому что подрастающее поколение, это через 10-15 лет, это молодежь, она будет руководить нашей страной, нашей республикой. И очень многое зависит, как они воспитаны, какой у них патриотический дух. Есть ли у них дух именно любви к родине, к своей отчизне. Это все вот на ваших, скажем так, плечах. Большая вам еще раз благодарность, большое вам спасибо за ту работу, которую вы ежедневно осуществляете, делаете. И я думаю, что в перспективе, в будущем, ваша общественная организация, она станет еще более боеспособной, еще более активной. И мы на уровне Чувашской республики и в целом по стране будем добиваться существенных результатов в военно-патриотическом воспитании нашего и молодого поколения, и в целом в обществе. Еще раз всех с наступающим праздником, всем крепкого здоровья и благополучия. Бусов Юрий Артемьевич, воинское звание прапорщик, организатор Союза советских офицеров Чувашии. Отчетно-выборное собрание может, как председатель Совета Республики Чувашской Республики о работе. Вопрос можно к вам, Юрий? А? Вопрос можно? Да. Сколько у нас членов Союза Советской Республики? Количество. В городе? Сколько членов? городе? Чуваши. Республика? Да, республика. Около 1000 человек. По городу, по республике около 1000 человек. Во всех районах, за исключением Марпасадской нет Союза ветеранов собраны и ряд. А так в общем численных где-то около 1000 человек. И Союз ветеранов Российской Федерации знает, сколько у нас приблизительно член Союза ветеранов. А в городском собрании Союза ветеранов, вот журнал у меня здесь с собой, все, когда вступили, когда все у меня здесь. Около 400 человек. Из них, я говорю, у нас Союз ветеранов, когда выбирали, было 15 человек всего. А их осталось сейчас 3, которые первые были. Был Абрамушкин, Союз ветеранов первый был председателем городского собрания. Вот список. Забыл. Участник, регистрационный список. Участники организации собрания, член Чувашского республиканского отделения межрегионального общественного городка Союз советских офицеров. 3.09.2024 года, 04 года, город Чебоксары. Председатель Абрамушка замечать будет. Остальных, вот которых нету, я перечислю, я вычеркну. Александров Юрий, Захаров Александр Иванович, Игнатьев Николай Иванович, которых уже нету, Ванилов Николай, Пардасов Григорий Иванович, Петров Анатолий Шевин, Самарский Николай Иванович, Сафронов Геннадий Иванович. Так, Фадеев Георгий еще есть, тут так 3 человека осталось. Шорников был председателем городского собрания Союза, Республиканского Союза офицеров, в старом Домсоюзе работали. Он собирал. И съезд собрался у нас, было в 2004 под руководством, многие не знают, молодежь сейчас много, под руководством Валентина Сергеевича было организовано в 2004 году. Шурчанов Валентин Сергеевич, идейный вдохновитель по организации Союза советских офицеров Чувашии. Совет, значит, идет, Юрий Артемьевич говорит, товарищи, поступило заявление от Петрова, Сидорова, Васильева, 5 человек. Значит, я думаю, что эта кандидатура, значит, достойны. Какие будут предложения? За, все приняли. Это, а то Юрий Артемьевич список, анкету составляет, 750 рублей денег берет, куда они идут? Я ничего не знаю, у меня ни 200 рублей даже оттуда не поступают. И потом говорит, дай мне деньги на венок, на цветок, для возложения. У него одна задача – возложение памятным датам, день рождения Ленина, значит, 7 ноября, вот вся мероприятие. В школах, я, например, могу вам показать, у меня целый картридж, где я побывал, Семенов, Лаврентьев, в школах нас знают, потому что нас пускают. Я ведь во всех организациях выступаю, поэтому Юрия Артемьевича я нигде не видел. Его это юридически незаконно, как я юрист вам говорю. Так, слово предоставляется... Нет у меня денег.
Деньги у тебя. Семену Николаю Ивановичу, члену Президиума Чувашского республиканского совета Союза советских офицеров. Товарищи офицеры, я думаю, что вы уже знаете, что я всегда говорю просто и прямо и коротко. Я никогда никому ничего не вру. На любой ответ ваш я немедленно отвечу. Так вот, я хочу отчитаться. Но перед тем, как отчитываться, я хочу сказать вот что. Здесь у нас происходят в настоящее время нехорошие всякие споры. Я, например, категорически против всего этого. Почему? Потому что я, например, считаю, что Юрий Артемьевич Бусов внес огромный вклад в работу Чувашского республиканского союза советских офицеров. Огромный вклад. Однозначно. Вот. Он имеет в этом деле бессомнительную, неоспоримую заслугу. То есть мы должны его всячески уважать за то, что всякие там, он его перечислил, всякие полковники бросили документы, бросили работу вот на него. Он был тогда просто прапорщик. И я этого прапорщика, я честно говорю, я этого прапорщика тогда очень уважал. Я лично вот это говорю. Можете мне не верить, можете верить, но я его очень уважал в то время. Почему? Тоже отвечу просто и прямо. Как говорится, пусть полковники на меня не обижаются. Я скажу просто и прямо. Потому что вот этот прапорщик утер нос всем полковникам. Он создал какую-то систему. В эту систему он потихоньку подбирал людей. И благодаря ему, не кому-то другому, лично ему, набралось по спискам, тут вот товарищ спрашивал в списке, я скажу точно, что благодаря ему, Юрию Артемьевичу, набралось в нашей организации 429 человек. Да. Это он работал. Его заслуга однозначная. Вот. Поэтому не надо спорить тут, не надо ничего говорить. Человек однозначно заслуженный в системе Союза советских офицеров. Никаких споров тут не может быть, однозначно. Поэтому, несколько забегая вперед, может быть, я предлагаю вообще избрать его почетным, пожизненным председателем Союза советских офицеров Чувашской республики. А теперь перейдем к другому вопросу. Опять-таки я прошу Юрия Артемьевича извинить меня, но я и ему всегда говорил все в глаза. Так ведь, Юрий Артемьевич? Я не знаю, чего вы хотите. Нет, ну я всегда ведь говорил вам все. Хорошо, хорошо, говорите, я слушаю вас. Я и сейчас, глядя вам в глаза, скажу. Но в то же время меня, так же как и Юрия Артемьевича, избрали 17.09.17 года членом Президиума Чувашской республиканской организации. Однако за время избрания, с момента избрания на должность этого члена президиума, а затем Юрий Артемьевич сам сказал мне, ты будешь у меня замом по оперативной работе. Было дело? Было. Вот. А было-то Он избрал его. Дальше рассказывай, что было. Я получил избрание члена президиума, назначение на должность заместителя председателя по оперативной работе. Вот, и думал, что я буду работать. Но, к сожалению, за эти 5 лет не было собрано ни одного совещания ни по плану работы квартальному, ни по плану работы полугодовому, ни по плану работы годовой, ни по кадровой работе, ни по оперативной работе, ни по лекторской работе, ни по организационной работе по сбору лекторской группы. В каждой районной организации, не только в городе, каждой районной. Выборы нового состава Чувашского республиканского совета Союза советских офицеров. Выборы ревизионной комиссии и мандатной комиссии. Мы уже за эти вопросы проголосовали. По этому вопросу предлагаю, даю слово Волкову Марии Андреевичу. Товарищ офицер,
Я предлагаю в состав постоянной комиссии Союза советских офицеров выбрать следующих товарищей: Семенова Николая Ивановича, Лаврентьева Василия Михайловича, Волкова Валерия Андреевича, Идюкова Юрия Витальевича, Осипова Виталия Петровича, Купцова Анатолия Николаевича, Васильева Юрия Прохоровича, Антонова Олега Владимировича, Данилова Федора Ивановича и 11 человек членов Союза советских офицеров из районов, председателей районных организаций. Кто за данное предложение, прошу Всего проголосовать. 21 человек. Он мне что приколись? Я воздержался. Единогласно. Выборы ревизионной комиссии. Кто выступает? Ну, выборы ревизионного городского-то есть, но республиканского надо. Вы же предложите, кто еще может предложить? Тем же составом. Юрий Андреевич Фадеев читал раз. Николай Иванович. Ну давайте вот так. Давайте у нас в городском отделении был у нас Туркин Владимир Ильич, Лукьянов, Осипов. Ну я, в принципе, я как начальник штаба учет веду, значит, члены комиссии Лукьянов, значит, и Туркин, он финансист как раз у нас. 3 человека достаточно, я думаю. Те же людей оставить. Давайте проголосуем. Так можно? Районные у нас не собирают взносы. Так, и мандатная комиссия. У нас тоже есть в списке. Зачитайте, пожалуйста. У нас мы председателя избрали Василия Юрия Прохоровича. Вот он у нас сегодня сюда. Вот он председатель мандатной комиссии. Их же оставляем. И остается у нас третий вопрос. Это прочие вопросы. И это проведение праздника, мужского праздника, 23 февраля. Возложение венков у вечного огня. Республиканским, в 11 сказали. В 11? Да. Надо совместить, да. А мы все вместе выходим, да. Вместе надо. Сергей, правильно я говорю? Правильно. Да, мы в 10 собираемся, здесь в 11 Ну, давайте принимаем решение. Тогда надо совместить все это. Организации «Дети войны» республиканского значения. Они собираются в 11 часов, мне сказали. Тоже правильно. Всем вместе надо. Поэтому я не знаю, если мы в 10, они... Нет, сбор здесь в 10. В 10 здесь собираемся. А сбор, да. Давайте лучше напрямую туда сразу, зачем здесь собирать? Вечного огня. Что ухо дорогая? Со всеми вместе КПРФ, дети войны и так далее. На ступеньках дворца Хузангая. Они мне звонили, сказали. Несменяемость власти погубила Советский Союз. Генсеки один за одним умирали на посту главы государства, Советского Союза. И в конце концов это приобрело негативный характер среди населения, среди народов Советского Союза. И причины, которые привели к крушению величайшего государства Советского Союза, это была несменяемость власти. В каком-нибудь хозяйстве, в колхозе, руководитель, который много лет трудится на посту, и когда процветает хозяйство, никто не жалуется. Но когда плохой руководитель приходит, вскоре начинается упадок. А там, где упадок, существует коррупция, воровство и хищение. Но вернемся к нашему герою, Бусу Юрию Артемьевичу. Его заслуги отметили подполковник Семенов подробно, хорошо высветил его заслуги в Союзе на посту руководителя. Но Юрий Артемьевич уже не тот, когда он мог трудиться без жалобы на здоровье. Есть более молодые
по возрасту более достойны для того, чтобы, как говорится, стать на пост председателя, руководителя Союза советских офицеров Чувашии и трудиться, который даже лучше понимает цели и задачи Союза советских офицеров. Что тут говорить? Офицеры, их государство обучило. Они приняли присягу народу. Но, выйдя на пенсию, они должны трудиться по мере сил своих и возможностей. Первые помощники должны быть, как говорится, в государстве, в интересах государства. Поэтому ничего удивительного, и вопросы здесь не должны возникать о том, почему, да как, да надо отдыхать, в огороде копаться. Они должны трудиться ради подрастающего поколения, ради передачи своего накопленного опыта тому, чтобы продолжало существовать государство. Если в воспитании не участвуют офицеры, в воспитании этой молодежи, подростков и так далее, куда же мы придем? Что я еще могу добавить? Юрий Артемьевич уже достиг 83 года. Вот тут товарищ его говорит о том, что он 2 раза перенес инфаркта. Вправе ли мы его удерживать? Не вправе. Мы должны беречь друг друга. Жизнь-то она одна. Зачем нам это геройство? Это не героизм, это глупость. Поэтому конференция, которая состоялась, это правильная конференция. Надо беречь людей, щадить и по мере их невозможности нести свою работу или исполнять свою работу, видимо, надо отпускать, пусть отдыхает. Я прямо скажу, вот за этим человеком, да? Он член правления, между прочим, у вас. Я 15 дней ухаживал. Никто не ухаживал, а приходил еще этот капитан. Погромче говорить. Да, ухаживал за ним, потом у него 2-й инфаркт был. Вы что хотите, 3-й инфаркт, что ли? Вроде хотите. Ответственный момент. Значит так, кандидатура председателя уже согласована, будем говорить, мы должны у себя эту кандидатуру утвердить и по решению сегодня конференции бумаги передать в Москву. Поэтому предлагается избрать председателем Чувашского республиканского совета Союза советских офицеров Семена Николая Ивановича. Ответное, да, слово. Думаю, не открою никакой для вас новой страницы, кроме одной. Что, надеюсь, что, пользуясь вашим доверием, а также тем, что в состав нового совета республиканского избраны деятельные товарищи, мы будем как минимум ежеквартально собираться и утверждать наши планы работы квартальные, закладывать планы работы полугодовой и годовой. А эти планы работы будут представлены всем офицерам на ближайшем городском собрании, во-первых, а в районы планы работы будут высланы, как теперь принято, электронной почтой. У кого из председателей нет электронной почты, распечатаем на бумажном виде. Вот это я могу вам твердо сказать, что железно будет исполняться положенный, повторяю, положенный порядок работы Республиканского комитета. То есть Республиканский комитет будет отныне собираться ежеквартально железно, ежеполугодно железно и ежегодно тоже железно. Точно так же я твердо заверяю, что в течение этого года, ближе к концу, естественно, обязательно будет собрана уже нормальная, как сказать, республиканская конференция по текущей работе. Как вы считаете, правильно я говорю? Потому что ныне и впредь будем работать активно.
Потому У что меня я... вопрос есть. У вас есть все списки, да, председателей по Чувашии? Так точно. Когда я еще, в начале, пока он еще, скажем так, еще вроде как будто бы хотел работать, он меня сам, я тогда здесь работал в Рискоме, я сам обзванивал всех первых секретарей района КПРФ, вот. От имени Шурчана Валентина Сергеевича дал им, а это такое поручение было, я не сам придумал, он сказал, всех секретарей районных комитетов задач, чтобы они собрали отделение Союза Советских Офицеров в каждом районе. Это было. Я такое задание получал. Но когда я об этом, опять-таки, я прошу прощения, опять, когда я об этом сказал Бусову, он сказал, не лезь не в свое дело. Это мое дело, я сам буду делать. Все, работа ноль. Ну что ты вас можешь сказать? Потому что возложение цветов к памятнику – это не работа. Это отдых совместный. Добрый путь. Бусова. Почетно, давайте. Не. Ну а далее мне хочется немного рассказать о новом составе, костяк которого составляют офицеры, интеллектуалы, образованные люди. Это Осипов Виталий Петрович, поэт. Это говорит о многом. Семенов Николай Иванович, писатель, краевед. Лаврентьев Василий Михайлович, писатель-историк. Данилов Федор Иванович, руководитель фонда по оказанию помощи офицерам-инвалидам. Дадюков Юрий Витальевич, академик, краевед, писатель. Волков Валерий Андреевич, полковник, великолепный трибун. Всегда его интересно слушать ученикам школ. Ну и я, ваш покорный слуга Олег Самана, основатель интернет-вещания Самана ТВ, певец в прошлом, поэт-композитор, ну и почетный член одной академии. Спасибо за участие в конференции. На этом И фото на память. Ко мне еще какие-то вопросы есть, товарищ? После конференции на следующий день Семенов Николай Иванович посетил школу номер 47 в районе Рябинки в городе Чебоксарах для встречи с школьниками, старшеклассниками. Россия – это наше Отечество, Родина. Первый секретарь Чебоксарского горкома Шурчанов Алексей Валентинович. Уважаемые товарищи, мы все с вами знаем, что в далеком 1918 году была уже сформирована рабоче-крестьянская Красная Армия, и как раз-то с 18 года идет празднование нашего с вами праздника Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. Много в истории было славных страниц. Это и Сталинградская битва, и Курская битва, и взятие Берлина, и победа над милитаристской Японией. И вы знаете, что всегда мы были и есть продолжателями славных традиций наших отцов и дедов. И мы должны быть достойны их победы. Как никогда и сейчас актуален эти все советы наших с вами старших товарищей. Потому что вы знаете, что принято решение, и наконец-то мы признали с вами Донецкую и Луганскую народные республики. И тем не менее, опять империалисты, капиталисты, они сцепляются, и все ближе подтягиваются к нашей братской республике, к нашему братскому народу. Но, безусловно, мы их теперь уже
конституционно и законно в обиду не дадим. Поэтому всех вас поздравляю с этим праздничным днем и полный вперед к новым победам. Спасибо вам. У нас, для понимания, не митинг, а поздравления. Поздравления, да. Дорогие товарищи, коммунисты, комсомольцы, от всей души поздравляю с этим знаменательным днем, очередной годовщиной Советской армии военно-морского флота. Возродилась она и появилась на свет как рабоче-крестьянская Красная Армия. И 104 года назад были первые бои, когда рабоче-крестьянская Красная Армия стала на защиту трудового народа. Для совместного фото. Товарищи комсомольцы, наша передовая молодая молодежь. Давайте. Наверное. Товарищи